ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 15:00. В здании городской администрации проводится круглый стол по проблемам детского травматизма в результате ДТП. Поводом для встречи послужил рост количества детей, пострадавших на дороге. Инициатором стала дорожная полиция. Помимо ее сотрудников, на заседании представители администрации, управления образованием, молодежного и общественного советов. Сегодня им предстоит разработать единый план работы, чтобы решить проблему. Совместно с администрацией, с управлением образования выработать комплекс мер, потому что в этом году у нас 4 ребенка пострадало, 1 погиб. Прошлый год гибели не было допущено. И мы хотели бы вместе с вами обсудить и, еще раз повторюсь, выработать какой-то действенный комплекс мер по дальнейшему предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Одно из предложений инспекторов – создание автогородка, чтобы дети на практике учились правилам дорожного движения. В данном проекте рассчитано минимум на 1,5 миллиона рублей, настоящая асфальтовая дорога, электромобили, макеты зданий и дорожные знаки. Все как у взрослых. Идея с городком замечательна, и городок такой должен быть не один. Мы же понимаем, воспитание оно должно начинаться с самых младших классов. И если мы с 1 класса детей учим правильно переходить дорогу, и что самое важное, подаем им личный пример, да, и приводим их в такие городки и показываем наглядно, как их же сверстники ездят на маленьких машинках, соблюдая знаки, у ребенка это на автоматизме. Ведь законопослушные граждане не появляются из космоса, они воспитываются с самой школы. На круглом столе представители пришли к выводу, что важной стороной в борьбе с детским травматизмом являются взрослые нарушители. Помимо действующих рейдов, сотрудники ГИБДД планируют начать усиленный контроль возле школ, детских садов и больниц. Главным образом будут выявляться водители, идущие наперекор указанию запрещающих дорожных знаков. Также для усиления контроля рассматривается создание народной дружины.